Здравствуйте, меня зовут Николай Токугава, живу я в Калифорнии, родом я из Якутии. Значит, как говорится, у меня третий день карантина, значит, делать абсолютно нечего, и решил записать вот этот ролик насчет, то есть он будет посвящен мистике, значит, так. В общем, а помните, я как-то говорил, что когда шаман уходит на спячку, это очень-очень редкое явление, которое бывает вообще. То есть за 20-е столетия я ни разу не слышал, чтобы хоть один шаман уходил в спячку. До этого, до революции тоже была редкость, но в традиции шаманской вот такая вот штука есть. Когда бывает, значит, спячка шамана? Во-первых, это бывает только у величайших шаманов, значит, и это похоже на отзыв. Когда вот особенно ведомые шаманы, которые отправлены, значит, в этот серединный мир для выполнения определенной миссии, вдруг посередине их прерывают и говорят прибыть обратно. Значит, тело шамана, он начинает жить как обычный человек, а душа шамана отлетает. Вот. И это бывает в той ситуации, когда все начинают пересматривать. То есть весь план пересматривается, и значит это когда грядут огромные перемены. Вот. И если не верите, можете посмотреть предыдущие ролики, там в одном из роликов найдете. Вот. И, значит, как вы понимаете, силы зла, значит, вообще в всемирном масштабе сейчас вот в этом мире, значит, начали мобилизовываться и, значит, решили дать бой демократическому сообществу. Значит, они решили вернуть, значит, старый монархический режим. Вот. И, судя по всему, значит, они решили использовать, значит, свою хитрость, свой обман, значит, свою тактику, как там, значит, вот. Но наверху это явно не понравилось. И вообще тягаться силами с верхними силами, я вообще считаю, что это величайшая глупость. И, в общем, судя по всему, там пересмотрели и решили, значит, уничтожить всех. То есть дело в том, что когда мир меняется, наступает время молодых, а мудрость старых уже не играет роли. Потому что они, вот эти старики, умирают вместе со своим миром. То есть старый мир уходит со своими правилами, со своими ценностями. Это угасание целого старого мира, и на его руинах, значит, появляется новый мир. Это происходит тогда, когда старики перестают понимать мир, понимать правила игры. Например, вот Путин, он в интернете не разбирается. И большинство, те, которые старше 60 лет, ну, видите, их мир уходит. Вот. И несмотря на это, они попытались дать, значит, бой, судя по всему, во главе, значит, темными силами. Зря это они сделали, я считаю. И, значит, шаман недавно прибыл обратно в этот серединный мир, Александр Габышев. И, значит, вопрос там уже решен, судя по всему. И, значит, из-за того, что народ не хочет меняться, и, значит, молодежь слушает стариков и, скажем так, не хочет идти в ногу с цивилизацией, по-моему, наверху решили отнять всех стариков. Просто их заставят не дышать, ребята. То есть они будут умерщвлены. И, как вы понимаете, это коронавирус, я так думаю. То есть все, которые старше 60 лет, все руководители стран, то есть говорят, что это американцы придумали. Американцы не могли придумать, потому что все президенты Соединенных Штатов, они тоже не молодые. Все конгрессмены, сенаторы, у всех поседевшие волосы, ребята. Поэтому они никак не могли этого сделать. То есть этот коронавирус, он не связан ни с одним правительством, потому что он сносит стариков. И эта штука чрезвычайно живучая и чрезвычайно сильно распространяется, и чрезвычайно сильно нестабильно, то есть подвержена мутациям. Вот. Так что, как говорится, наверное, боги или Бог, или Аллах, или Кришна, ну, можете называть его, как говорится,
как захотите, ну, верхние миры. Значит, те, которые придумывают правила игры, значит, они решили, что надоело им с этими стариками возиться, те, которые у власти находятся, и те старики, которые поддерживают этих стариков, значит, ну, в России же так же. И решили, что этих стариков нужно просто, ну, заставить их не дышать. В якутской традиции быть живым означает дышать. Когда говорят «ты нах», это значит он дышащий. А если не дышит, то значит умер. Вот. И, значит, от коронавируса знаете, как же умирают, да? То есть это отек легких. Как это физически происходит? Значит, человек теряет сознание, падает, и, значит, у него изо рта идет пена, и человек просто захлебывается. Это называется, значит, отек легких. Смерть наступает, ну, сначала человек перестает дышать, а потом через некоторое, ну, как утопленник, через некоторое время, там, если человека не реанимировать, происходит остановка сердца. Вот, значит, у тех, у которых слабый иммунитет, тоже, ребята, будьте осторожны. То есть, ну, те, которые будут слушаться вот этих диктаторов, те, которые говорят, коронавирус не так опасен, не туда, простужаться будете, ребята, а простуда плюс коронавирус, у вас отек легких будет. То есть у вас воспаленные легкие, проникает коронавирус и начнется отек, сразу потеряете сознание, пена изо рта, остановка сердца. То есть буквально это так, 5 минут. Вот, и поэтому будьте осторожны, и, значит, вот такая вот штука, что, и еще, что, ну, верхний мир, он чрезвычайно бывает, вот эти боги, если пытаются сначала эволюционным способом что-то людям донести, но когда люди не хотят это понимать, не хотят двигаться, то, значит, отрезвляющее так действие. В общем, короче, они решили, что они всех стариков убьют руками молодых. То есть молодежь будет убивать своих стариков. Вся молодежь станет носителями вот этого коронавируса. Мы разнесем его, как говорится, по всему свету. И будем заражать стариков. И все эти старики просто захлебнутся, как говорится. Вот такая вот штука. И, значит, будущий мир будет совершенно другим, когда в руководстве, значит, стран станут молодые люди. То есть это эра 40-летних. Те, которыми мы были воспитаны в 90-е годы. То есть мир станет демократическим. Все, которые думали или надеются, что будет монархия, что вы в этой жизни что-то понимаете, нагруженные опытом, ребята, забудьте. Будете держаться за это, вас просто заставят не дышать. Вот такие вот дела, ребята. Вот. И, значит, замечательное, наверное, будет время, потому что никто не будет, значит, никого не останется из этих стариков, которые могли бы, значит, указывать молодежи, как молодежи жить. Молодежь сама решит, как будет жить и как будет устроен новый мир и, значит, вот такие. Ну, как говорится, это мистика, понимаете? Кто-то в мистику верит, кто-то не верит. Мне бы хотелось, чтобы, может быть, не так радикально все это было. Вот. И, как сказать, почему я вот эти слова говорю, почему я снимаю вот этот ролик? Я чувствую, что я должен снять этот ролик. Я просто делаю, что должен сделать. Так же, как и шаман Александр Габышев, он уходил и пришел, и, значит, время пошло. То есть старое должно уйти, а новое в конечном итоге все равно наступит. Это как завтра и как вчера. Вчера всегда уходит в историю, а завтра всегда наступает, становится сегодня. Ну вот и все. Спасибо за просмотр, ребята.